Привет, мои дорогие, мы с вами не виделись уже 100 лет. Я все время находилась на гастролях, я постоянно путешествую, и даже сейчас, в данный момент, я нахожусь в Венгрии на фестивале Озора. Но, ура, ура, наконец-то я нашла время для того, чтобы снять еще один новый урок игры на хомусе. И наверняка многие из вас его очень ждали, потому что этот урок будет посвящен тому, как изображать топот копыт, то бишь скачки. Итак, мы начнем с самого начала. Я напомню, чтобы мы правильно с вами держали инструмент. Помним, да, что мы плотно держим за кольцо хомуса первым и вторым пальцем. Вот, сейчас мы делаем основу. Ни в коем случае не давим на деки, вот на вот эти штуки, потому что иначе будет звон. Так, плотно прижимаем самое окончание хомуса к главным передним зубам. Вот так. И аккуратно ударяем по язычку. Это был наш первый, самый основной звук. Далеко от него отходить мы с вами не будем. Мы просто сейчас будем его немного усовершенствовать. Первое. Как правильно держим хомус во время изображения топота копыт. Значит, смотрите, мы с вами держали первым и вторым пальцем за кольцо. Теперь второй палец у нас плавно перекидывается назад. И вместо него становится третий палец. Показываю еще раз. Смотрите, мы держали так. Мы держали первым и вторым пальцем хомус. Вот так. Теперь второй палец нам нужен для того, чтобы изображать топот копыт. Он уходит назад. Перекидывайте второй палец назад за хомус. И естественным образом третий палец переезжает на место второго пальца. Пробуем. Все пальцы переезжают. Следовательно, теперь хомус зажат между первым и третьим пальцами. Вот. Второй палец нам нужен сзади. Посмотрите, второй палец сейчас находится сзади. И вторым пальцем мы с вами будем блокировать вибрацию язычка. Вот, второй палец, вот он сзади, за хомусом. Если я разверну к вам изнанкой, вот, видите, как находится мой второй палец? Вот, он блокирует вибрацию язычка, чтобы язычок не двигался. Губы. Переходим к губам. Если раньше мы с вами играли на зубах, клали хомус на зубы, теперь мы его убираем от зубов, и мы переносим хомус на губы. Таким образом, из губ мы должны с вами создать своеобразный чехол для зубов, чтобы защитить наши зубы. Итак, напрягаем губы, сжимаем их очень плотно. Таким образом мы создаем с вами чехол для зубов. Итак, напрягаем, напрягаем. Губы должны быть напряжены. Напрягите губы, соберите их. Соберите прям мышцы все в кучу. Хомус с зажатым язычком сзади прикладывается к губам, к напряженным губам, между губ. Самое окончание хомуса. Вот так. Видите? И аккуратно пробуем ущипнуть язычок. Понятно? Пробуем аккуратно. Губы напряженные, второй палец не дает хомусу вибрировать. Таким образом мы будем создавать сейчас топот копыт. Нам нужно цоканье. Пробуем. Чтобы звук лошади был очень правдоподобным, мы с вами должны внутри произносить звуки и-о, 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 и-о. Таким образом, это будет похоже действительно вот на цоканье, на топот копыт. Пробуем аккуратно, потому что можно защемить губу. Поехали. Что я делаю? Мой язык меняет положение, как будто бы я произношу и-о, 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 и-о. При этом челюсть моя не двигается, потому что она напряжена, губы сжаты вокруг хомуса, вокруг самого окончания хомуса. Не забываем про второй палец, он блокирует вибрацию язычка. Со временем, когда вы уже приноровитесь, когда это уже будет не опасно, мы можем уже ударять с двух сторон, чтобы изобразить тык-тык-тык-тык-тык, своеобразного тыгыдымского коня. Итак, пробуем изобразить тыгыдымского коня.
Что я делаю? Я миксую и, о, и, о. Я перехожу от и, о, от о к и. И таким образом я создаю различную плотность звучания. И таким образом я окрашиваю топот копыт в более интересные оттенки. Пробуем еще раз. Вместе, медленно, спокойно. Губы напряжены, второй палец блокирует вибрацию. И, о, и, о. Дышим носом. Но если вы хотите придать звуку суперсилу, супер напор и громкость, можете попробовать дышать через хомус ртом, но опять-таки нужно дышать ритмично. Пробуем с дыханием. Дышим ритмично на первую долю. Тык-тык, 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 тык-тык. Что я делаю? Я просто дышу через хомус. Здесь можно импровизировать как хотите, как вам удобно. Главное это делать ритмично, чтобы дыхание было вместе с пальцем, работало одновременно вместе с пальцем. Помните в детстве, наверняка мы все изображали топот копыт, когда мы делали языком, ударяя по небу. Помните? Этот же звук можно добавить к хомусу. Это не повредит, а наоборот даже придаст какой-то интересный окрас. Цокаем языком. Что я делаю? С хомусом. Получается, если кому-то непонятно, хомус как бы на весу держится. Он держится на весу, но между губами. Вы не держите его губами, вы его не блокируете. Вот эта рука полностью несет ответственность за положение хомуса. Она его не прижимает к зубам, она его держит между напряженных губ, собранных. Сейчас я соберу все вместе, и вы заметите 3 этапа. Смотрите, сначала я просто сделаю и, о. Удары будут только спереди, только к себе. Потом я плавно перейду на двухсторонние удары. Тыгдымский конь. Тыгдык, 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 тыгдык. Как это я делаю? Вперед, назад, вперед. Вперед, назад, вперед. Вперед, назад, вперед. Вперед, назад, вперед. Смотрите. Тренируемся прям по отдельности, потому что иногда в мозгу там щелкает и не можем понять, перестроиться. Палец все время хочет ходить вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Нет, здесь другой ритмический рисунок. Здесь вперед, назад, вперед. Опять вперед, вперед, назад, вперед. Вперед, назад, вперед. Вперед, назад, вперед. То есть все время так, а там, так, а там, так, а там. Вы как будто зацепляете всегда спереди. Ну, конечно, можно и так играть. То есть просто ударяя спереди, сзади, спереди, сзади, спереди, сзади. Но это уже не будет тыгдымский конь. Это будет, наверное, похоже на какую-то капель. Потом, после тыгдымского коня, я добавлю дыхание и еще добавлю цокот. То есть у нас получается 4 вида топота копыт, 4 вида лошади. Я еще в дальнейшем буду возвращаться к этим урокам по именно галопу лошади, потому что это действительно сложный, очень интересный и важный мелодический такой ритмический рисунок для создания интересных композиций. Поэтому сейчас я просто вкратце вам еще раз объясняю, совмещая все в один такой музыкальный ритмический блок. Итак, поехали. Закрепляем. Вторым пальцем блокируем язычок, чтобы он не вибрировал. Напрягаем губы, оставляем дырочку. В эту дырочку мы кладем самое окончание хомуса. Этой рукой мы держим на самом деле хомус. Вот эта рука у нас держит, между губ фиксирует. Сейчас вы будете ударять, и хомус захочет у вас гулять, поэтому эта рука должна быть напряжена. Она должна держать его строго на месте, этот хомус, при этом не давя к зубам, а фиксируя его ровно между напряженных губ. Поехали. И о.
Таким образом, 4 вида лошади я сейчас продемонстрировала вам в одном отрезке. Если появляется небольшой, незначительный металлический призвук, ничего страшного, лошадь подкована. Поэтому металлический призвук звучания галопа лошади никак не испортит. Я еще раз напоминаю, что очень важно иметь хороший, профессиональный, качественный хомус, варган, потому что сувенирный хомус не позволит вам издавать четкие, красивые, понятно окрашенные звуки. Это касается не только топота копыт. Потому что сувенирный хомус не имеет достаточной гибкости, достаточной стабильности при этом к ударам спереди, сзади, и вообще он начнет звенеть, кочевряжиться и в конце концов сломается. Если вы заинтересованы, вы можете писать мне по адресу, указанному под этим видео, на мою почту info@uutai.ru. Если есть какие-то вопросы, пишите. Скоро мы увидимся. И еще очень много чего интересного я для вас приготовила. Итак, привет из Венгрии, из фестиваля Азора. Солнечная погода, радостно на душе, радостно вокруг. Я желаю всем успехов. Повторяйте все уроки, которые были. Я их собрала в один плейлист. Не забывайте ставить лайки, подписываться, репостить, отправлять своим друзьям. Всем, кто заинтересован в изучении хомуса, всем, кто хочет научиться играть на варгане, секреты от Утай всегда к вашим услугам и для вашего удовольствия. Пока-пока, мои дорогие. Да, и, кстати, чуть ли не забыла, я хотела с вами поделиться еще одной не менее радостной новостью. Это выпуск моего нового альбома «Услышь сердце». Этот альбом сделан на основе моих концертов медитаций. Внутри альбома только живое звучание, без каких-либо таких сильных компьютерных обработок. То есть это музыка для хилинга, это музыка для наполнения энергией, для очищения, для того, чтобы как можно сильнее проникнуться, как можно глубже погрузиться в мир чудесной варганной музыки. Можно сказать, что альбом handmade, потому что тут написано все от моей руки, благословение. Вот эти вот штучки, колокольчик и сердечко, также все сделано моими руками с бисером. И внутри альбома вы найдете видео с концерта «Шамана белых облаков» и, конечно, мой новый альбом, который состоит из 11 треков. Это своеобразное некое музыкальное путешествие. Пишите мне на info@utai.ru. Я обязательно вам помогу, как приобрести можно этот альбом «Услышь сердце». Целую, обнимаю. Всем пока. Ваша Утай.